Этот крошечный кабинет местной амбулатории делит сразу несколько врачей, что и неудивительно, ведь почти на 2 десятка медиков, всего 4 помещения. А принимать пациентов порой приходится одновременно 2, а то и 3 специалистам. Оксана работает в ФАПе уже 2 года и знает каждого больного, который стоит на учете, а их без малого около 200 человек. Зачастую пациенты часами ждут своей очереди в коридоре. Из-за нехватки помещений в одном кабинете проводят УЗИ, ЭКГ и физиотерапию, отмечает она. В каждом амбулатории должен быть отдельный кабинет, чтобы врач мог осмотреть больного. Вот. Но сейчас, после того, как мы посмотрели амбулаторию, которая сейчас планируется нам, там условия должны быть очень удобные, хорошие. Потому что в каждом кабинете там предусмотрен умывальник, для осмотра ребенка отдельный кабинет, для прививочный кабинет, процедурный кабинет, чтобы делать какие-то процедуры для больных. Пожалуй, главное в любом медпункте соответствие санитарным нормам. Но в силу ветхости они, к сожалению, соблюдены не везде. Достаточно посмотреть на один потолок и сделать выводы. И тем не менее, врачи стараются всеми силами поддержать стерильность в помещениях. Впрочем, решение проблемы не за горами. В сельском поселении для местных врачей вовсю идет строительство фельдшерско-акушерского пункта по программе устойчивого развития сельских поселений. По завершении всех работ все врачи из старой амбулатории перейдут в новый ФАП. Здание располагается на 160 квадратных метров. ФАП будет оснащен новым современным оборудованием, которое так не хватало сельским медикам. До сих пор мы, честно говоря, испытывали достаточно серьезные трудности. Старенький фельдшерский пункт, амбулатория сельская. Сложно было людям получить нормальное медицинское обслуживание. Я думаю, со сдачей этих объектов очень многие проблемы решатся. Ингалятором пользовались? Пользовался. Сколько раз? Аюб уже несколько лет борется с астмой. Практически каждый день приходится ходить на обследование к терапевту и ждать своей очереди, ютясь в тесных кабинетах. Но со строительством нового ФАПа станет легче регулярно посещать своего врача, отмечает он. Здание нового фельдшерско-акушерского пункта планируют сдать в следующем году, а пока сельские врачи считают дни, когда они смогут переехать в новые помещения, где в полной мере будут оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся. Саид Куштов, Рамзан Меджиев, Новости 24.